8 утра торжественно и музыкально открылся 283-й избирательный участок в Казанском институте культуры. Гимны России и Татарстана исполнили оркестр народных инструментов Казан-Нура и сводный хор института. Так 70 человек творческого коллектива приветствовали избирателей. Нам дана такая большая и честь, и возможность начать эту большую миссию. Возможность выбрать правильный путь в нашей стране на будущее, потому что именно от нас решается то, как мы будем дальше жить. Это не только один из самых культурных, но и один из самых крупных избирательных участков Приволжского района Казани. Сюда прикреплены больше 1000 человек, и еще 300 избирателей решили проголосовать именно здесь. Одной из первых отдать свой голос пришла семья Хисматуллиных. Мадина учится в 11 классе. 2 недели назад ей исполнилось 18 лет. Это ее первое голосование. Сделать такой ответственный выбор пришла с папой. В этом году 86 тысяч татарстанцев впервые принимают участие в голосовании. Очень рада, что у меня есть такая возможность прийти, принять участие в выборах, то есть исполнить свой гражданский долг. Это такая большая честь для меня сегодня. Мы пришли выбирать лидера нашей страны. Мы голосуем сегодня не только за лидера, а за наше будущее нашей страны. Мы с семьей пришли. Матушка, конечно, не пришла, она сегодня на работе, она после работы подойдет. Президентские выборы в Татарстане проходят под девизом «Всей семьей на выборы». Вот и многодетные Галиевы пришли с младшим сыном Юсуфом. Папа работает механиком, мама трудится в газовой отрасли. Выбираем президента, чтобы все было в нашей стране хорошо. Так как мы граждане России, это наша обязанность. И мы пришли с младшим сыном, и чтобы показать, как это происходит, что и как. Пример подаем. В первый час работы этого избирательного участка проголосовали больше 100 человек, много молодежи. Учусь в Казанском институте культуры, здесь прикреплен, отвыступал и решил здесь же проголосовать за будущее нашей страны. Очень много молодежи с утра приходит. Я понимаю, что многие вузы сегодня учатся, и даже несмотря на то, что многие хотят поспать побольше, молодежь именно приходит и до занятий хотят быстрее проголосовать, чтобы спокойно пойти дальше на учебу. Много молодых людей голосовали и на избирательном участке в КНИТУ КХТИ. После пар сразу пришли сделать свой выбор. Я всегда хотела попасть на выборы, но я считаю, что это мой гражданский долг. И я поэтому очень рада, что я смогла прийти и сделать свой выбор. Увидеть, как проходят выборы, в университет приехали делегаты Всемирного фестиваля молодежи. Ваши выборы очень отличаются от голосования, которое проходит у нас. Здесь люди напрямую выбирают президента. Мы сегодня посетили несколько избирательных участков. Я удивлен, как много людей приходит голосовать. Вся нация так сильно сплочена. Люди заинтересованы в выборах. Альфия Галиевой 90 лет. Говорит, решила не вызывать на дом представителей комиссии, а пришла на участок сама. За свою жизнь ни разу не пропустила выборы. Вспоминает, как первый раз голосовала больше 70 лет назад. Получила паспорт первый раз с родителями. Очень интересно было для нас. Я сразу вспоминаю, играла музыка, оркестр. Весело. Тогда мы шли к 6 часам, сейчас к 8. Весь день на участках работают медицинские бригады. На 40 организовали кабинеты здоровья, где можно измерить давление, сделать ЭКГ и проконсультироваться с терапевтом. А еще можно закупиться продуктами на ярмарках. На прилавках хлебобулочные и кондитерские изделия. Приготовили даже торты, украшенные в цвета флагов России и Татарстана. Все, что мы производим, всю продукцию привезли. Покупателям все нравится, спасибо говорят. Все, что надо по душе, кто что желает, все у нас есть. Большие ярмарки избирателей ждут в основной день голосования 17 марта. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.